проводить без всяких серьезных замечаний. Так, вот у меня и YouTube заработал. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что у нас вот этот процесс пойдет. Я рекомендовал, но мы надеемся, что окончательное решение Министерства просвещения, Министерства образования Республики тоже примет, чтобы все-таки, чтобы детей постоянно не дергать, у нас вот это, в таком виде процесс был организован в течение всей первой четверти. Ну и с учетом того, что все-таки санитарно-эпидемиологическая обстановка у нас пока еще далеко не самая лучшая. Вот первую четверть наши дети в школах будут учиться таким образом. А дальше уже посмотрим в зависимости от развития ситуации. У нас во всех школах сейчас находятся медики. Принято решение, чтобы мы сейчас уже начали разворачивать вакцинацию от гриппа. Я считаю, что это тоже нужно, очень важно, чтобы дети наши прошли вакцинацию от гриппа. Сейчас, к сожалению, сезонный рост вот таких заболеваний, как грипп, ОРВИ, он все равно будет. Ну и особенности в условиях вот ковида, это может и ослабить организм, сделать его более восприимчивым к этой инфекции. Ну и в конце концов, в любом случае, болеть детям в такое время оно совсем не нужно. Вот. Поэтому сейчас прививки будут делаться. Причем, конечно, кроме школ, мы и в трудовых коллективах будем предлагать делать прививки от гриппа. Есть группы определенные социальные, те же преподаватели, те же врачи, которым прививки будут делаться в обязательном порядке. Вот. В целом, я еще очень надеюсь, что, вот еще раз говорю, вакцинация от гриппа у нас пройдет в установленные сроки. По школам мы вообще планируем это сделать достаточно быстро. Вот. Сейчас как раз вакцина от гриппа уже в республику в полном объеме, можно сказать, поступила, сейчас уже по всей республике распространяется. Было достаточно много вопросов по оснащению школы рециркуляторами и детских садов. Хочу сказать, что эта проблема на сегодняшний день практически решена. По крайней мере, до Якутска это все доставлено, до крупных городов доставлено. Сейчас идет отправка в некоторые наши северные районы, куда еще пока они не поступили, но я думаю, что сегодня, вот завтра, послезавтра эта работа тоже будет завершена. И 1 сентября у нас все школы будут оснащены согласно требованиям Роспотребнадзора. Я дал также сегодня поручение, чтобы по детским садам это тоже все было отработано, ну и в виде помощи все-таки, чтобы и частные детские сады, вот особенно в городе Якутске, такие рециркуляторы смогли получить в пользование от республики для того, чтобы в них тоже вот учебный процесс для наших маленьких детей, для наших маленьких граждан так тоже начался вовремя и без какого-либо угрозы для их здоровья. Вот. Вкратце вот такая ситуация по началу учебного года. Ну и, конечно, еще раз хочу сказать, что 1 сентября это для всех детей, для их родителей, для преподавателей это большой праздник. И мы, конечно, должны вот 1 сентября сделать тоже, как всегда, этот день абсолютно праздничным и радостным. Так, вот пошли вопросы. Когда мы перейдем на третий этап послабления? Здесь я что хочу сказать. Мы на сегодняшний день, на самом деле, вот потихоньку сняли абсолютное большинство всех уже ограничений. У нас остались ограничения, связанные с работой объектов культуры, таких как кинотеатры, театры. Есть еще запрет пока на работу бассейнов. Ну и, конечно, есть ограничения, связанные с работой например, для лиц старше 65 лет, для лиц с хроническими заболеваниями, для того, чтобы сохранить здоровье, все-таки предписывается им сохранять все ограничения по передвижению. Вместе с тем, я вот сегодня в Республиканском оперативном штабе достаточно долго обсуждал этот вопрос с членами штаба. Мы приняли решение, что посмотрим, если ситуация у нас в следующие первые 2 недели сентября будет нормально, то уже с 15 сентября, я думаю, что у нас возобновят работу и бассейны, и кинотеатры. Ну и уже сейчас, вот практически с 28 числа, мы уже в учреждениях культуры, таких как театр, например, позволим уже репетиционные мероприятия различные проводить. Я считаю, что это тоже надо для того, чтобы могли уже потом учреждения культуры уже начать в нормальном режиме функционировать с зрителями. Так. Свадьбы все равно празднуют. Я, конечно, не против, но коллега заболел на свадьбе, заразил полколлектива. Как их контролируют-то?
Ну, здесь я что хочу сказать. На самом деле, конечно же, учреждениям общепита сегодня предписано не проводить массовые мероприятия, такие как вот свадьбы, юбилеи. Но тут люди у нас по-разному подходят, и дома празднуют. Сейчас, тем более, пока погода позволяла так. Есть и учреждения общепита, которые идут на нарушение этих правил. И хочу сказать, что у нас вот особенности сельской местности сегодня по массовым заражениям есть вот 3 вида, так, по которым у нас происходит массовое заражение. Это свадьбы, это юбилеи, и это, к сожалению, похороны. Вот. После них вот у нас в нескольких населенных пунктах достаточно серьезные вспышки есть. Вот. И, конечно же, здесь людям надо понимать, что вот если идете на такое мероприятие, то надо все меры предосторожности соблюдать, потому что стоит одному человеку там из 100 быть зараженным, то буквально в течение там недели до 30-40 человек минимум заболевает. Так. Ну вот поэтому, резюмируя вот по третьему этапу ограничений, мы их обязательно в свое время снимем, но сегодня мы формально даже вот по коэффициенту, который мы должны соответствовать, он должен быть распространение коронавирусной инфекции 0,5, у нас, к сожалению, от 0,9 до 1,1. Вот колеблемся мы последний месяц практически. Но 0,5 на самом деле и в целом по стране достигло очень мало регионов, к сожалению. Так? Поэтому пока мы идем на самом деле не хуже, чем другие регионы. Так, спрашивают по спортивным секциям для детей. Видел, сейчас проскочил вопрос по музыкальным школам. По дополнительному образованию принято решение, что оно у нас заработает в республике с 1 октября. В сентябре это все работать не будет, а вот уже доп. Образование в полной объеме школы искусства, музыкальные школы, это все заработает с 1 октября. Так, спрашивают про собственникам квартиры не стали выплачивать оценочную стоимость квартиры, а только по купле-продаже квартиры, а по купле-продаже ничего невозможно купить. Это из Тамота спрашивают. Да, у нас, к сожалению, есть определенные нюансы закона, мы по ним сейчас работаем для того, чтобы защитить интересы людей. К сожалению, сейчас появились определенные ограничения, и не только вот части купли по договору купли-продажи квартир, которые были заключены при покупках аварийных помещений, но и другие ограничения, которые, на мой взгляд, людей серьезно ограничивают. Мы будем работать для того, чтобы все-таки ситуация никоим образом интересы людей, граждан не ущемляла. Так, будете ли вы делать себе прививку от гриппа? Буду делать. Да, я всегда делаю прививку себе от гриппа, поэтому, когда группа населения начнут уже получать, я тоже получу. Так, когда подключат отопление? Непонятно, откуда вопрос пришел, из какого населенного пункта, но в целом у нас в республике в ряде арктических районов уже отопление подано, там уже полным ходом идет отопительный сезон. В арктических районах буквально вот во всех в эти дни будет подано, но и, как обычно это бывает, уже в первой декаде сентября начнут подключаться другие районы. Но здесь у нас все сроки всегда установлены, и в установленном порядке отопление будет подано. Так, надеюсь, никаких вопросов нет. Вот мы сегодня как раз рассматривали тоже вопрос. В принципе, подготовка к отопительному сезону в целом по республике идет достаточно неплохо. Так, будете ли вы делать прививку от ковид? Ну вот, кстати говоря, по вакцине от ковид тоже много вопросов, когда начнут вакцинировать. Здесь я хочу сказать, что вакцина от ковид, она только разработана, она сейчас только проходит клинические испытания. Мы надеемся, что в скором, в ближайшее время она будет зарегистрирована и начнет массово выпускаться. Но вместе с тем надо понимать, что потребности страны в ней это десятки миллионов доз. А производство, как министр промышленности и торговли Российской Федерации Мантуров сказал, они будут достигнуты только к концу года где-то порядка 1,5 миллиона доз вакцины в месяц. Ну и, соответственно, мы ожидаем, что у нас все-таки только к концу года, в начале следующего года, наверное, эта вакцина начнет появляться в регионах. Так? И причем она будет, наверное, достаточно долгое время наращиваться, ее производство, для того, чтобы все потребности страны, в том числе вот и субъектов, таких как Якутия, были закрыты. Так.
если в школе и в детском саду заболеют ковидом, то что и как будет? Ну, регламент действия в этих случаях четко прописан. Там будут карантины, но не на все сразу учреждения, то есть не на всю школу или не на весь детский сад. Это будет по группам или по классам. Ну, то есть это обычно так же, как при любой инфекционной болезни, которая появляется в школе или детском саду, такие же мероприятия будут проводиться. Но, надеюсь, таких случаев будет у нас все-таки минимальное количество. Так. Поликлиники, когда нормально заработают, и почему анализы на свой счет в платных клиниках делаем, и так далее. Так, ну, здесь я хочу сказать, что у нас, в принципе, в плановом режиме поликлиники уже заработали везде, на них просто на эти услуги надо записываться, так, и потом уже идти к специалистам. В части анализов у нас надо все-таки понимать, что основная часть лабораторий наших, ну, в частности по городу Якутску, работает именно на анализы по ковид. Мы все равно их делаем очень много. Вот за сегодняшние последние прошедшие сутки было сделано порядка 3300 анализов в лабораториях, которые, ну, имеют право делать эти анализы. Соответственно, поэтому здесь у нас определенные ограничения есть. Ну, надеюсь все-таки, что в скором времени и нормальный забор анализов во всех лабораториях уже будет организован, в том числе и уже и бесплатно. Так. Будут ли все сады с 1 сентября работать? Будут. Так. Когда будут конные скачки дерби? Так, ну, здесь федерация рассматривает вопрос. Я думаю, что мы это приурочим все-таки к Дню государственности. Решение будет принимать федерация. Так, в общежитие СЛФУ заселение будет или нет? Заселение в общежитие СЛФУ будет для первокурсников точно, но и для других, я думаю, что тоже по согласованию с администрацией решение будет принято. Так? Но первокурсники, так как они будут учиться очно, конечно, они должны будут заселяться. Так. Что насчет плановых операций? Значит, плановые операции уже начались, в принципе, здесь никаких уже проблем нету серьезных. Так, день города когда будет? День города Якутска будет во 2 воскресенье сентября, то есть это 13 сентября. Так, про школы повторите, пожалуйста. Школы у нас начнут работать все с 1 сентября. Единственное, что в населенных пунктах свыше 5000 человек в очном режиме будут учиться начальная школа, то есть 1, 2, 3, 4 классы и 9 и 11 классы по основным предметам. Остальные классы будут учиться в основном дистанционно, но некоторые предметы, опять же, могут быть проведены очно. С учетом всех, опять же, санитарно-эпидемиологических требований. Так. Спрашивают вот про выплату, которая была по 10 тысяч. Эта выплата была федеральная, так и сейчас таких решений на сегодняшний момент нет. Так, когда будут работать бассейны? Если все будет нормально, то с 15 сентября. Так, школам выдаются по школам все дезинфицирующие антисептики и так далее, это все, конечно, в школах должно быть обеспечено. Вообще сейчас достаточно большая работа проведена для того, чтобы по всем школам был определенный режим того, чтобы на тех же переменах как можно меньше детей было у нас в коридорах. То есть там будут 3 волны, скажем так, детей, которые вот раннее утро, потом через некоторое время 2 группа, потом 3, вот так они будут начинать учиться в тех школах, которые переполнены. Будут даже вплоть до разных выходов. Так. Спрашивают, почему идет задержка выплат в Томмотском психоаналитическом интернате. Разберется, так, и почему такая долгая задержка, 3-й месяц. Обязательно разберемся. Вот здесь Александр Макаренко спросил. Так,
Ну вот начинаются вопросы, почему не учли те классы, почему не учли эти классы, то есть так далее. Ну, коллеги, еще раз говорю, мы сделали это решение, основываясь на тех подходах, которые сформированы профильным министерством и согласованы с главами муниципальных районов и городских округов. Ну, мы понимаем, что, конечно, всем хотелось бы, чтобы обучение шло абсолютно нормально, так, но там, где в школах много детей, вот, ну, в первую очередь это касается города Якутска, мы подвергать жизнь, здоровье детей опасности и через них уже очень большому количеству людей, ну, просто не имеем права. Планово не принимают, сказали, на операцию я узнавала только что. Ну, вопрос, какой операции, так, если вам отказали и в какой-то больнице, вы напишите, так, давайте будем разбираться. Потому что, еще раз говорю, как мне докладывают, но основную часть плановых операций, которые здесь могут делать, она делается. Так. Вот спрашивают про приезд других театров из других регионов, так как это будет работать. Здесь я хочу сказать, что репетиционные мероприятия с 1 сентября, ну, вот, точнее даже не с 1, а с завтрашнего дня они будут разрешены. Вместе с тем, вот сами мероприятия театральные, они у нас пока не будут проводиться до 15 сентября минимум. Вот, так, еще вопросы пришли. Будет ли работать СУФУ города Неринга? Да, будет. Так, когда начнет работать Центр занятости города Неринга? Ну, я думаю, что вот у нас госучреждения достаточно многие уже в удаленном режиме поработали. Сейчас уже пришло время, когда многие из них смогут начать уже работать и в офлайн режиме. Бесконечно долго тоже они не могут уходить на такой режим работы. Так, поддерживаем жителей арктических районов увеличением районных и северных коэффициентов. Ну, у них и так самые высокие районные и северные коэффициенты по Арктике у нас. Вот, и решение это не очень правильно. Я думаю, что надо жителей поддерживать по-другому, улучшая качество их жизни. Так, пишет женщина, хочу отправить мужа на работу, поэтому хочу спросить, есть ли возможность уехать на вахту местным, например, в Чаянду. Да, такая возможность есть. У нас достаточно много промышленных предприятий, которые на вахту привлекают очень активно местное население. Что касается конкретно Чаянды, то вот вчера у нас первые 60 человек благодаря Алмазам Анабара и Госкомзанятости прошли отбор газпромовский и вот выехали на вахту на Чаянду. Я надеюсь, что только первая ласточка, и в скором времени сотни тысяч якутян смогут работать и на объектах Газпрома, ну и на других промышленных предприятиях, где активно нужны сегодня трудовые кадры. Это не только Газпром, это и вот Эльга уголь, где нужно будет в ближайшее время уже несколько тысяч человек рабочего персонала. Это многие нефтяные компании, угольные компании, затыбающие компании, в которых востребованы специалисты. Ну и вот как раз после пандемии у крупных этих всех предприятий достаточно большой запрос на привлечение местных трудовых кадров. Но здесь, конечно, надо понимать, что это улица с двухсторонним движением. Надо, чтобы наши работники тоже отвечали тем требованиям, которые предъявляют эти компании. Они достаточно тоже высокие, потому что уровень сегодня работы на таких предприятиях, он требует квалификации, которая недавно была у людей с высшим образованием. Сейчас есть ли опасность по пожарам в районах, все ли потушили? Ну, мы режим ЧС сняли. Конечно же, у нас был очень тяжелый пожароопасный сезон, особенности на северных районах, где была аномально высокая температура практически все лето, дождей не было. Вот, во многих районах до сих пор их нет. При этом на сегодняшний день у нас уже режим ЧС снят. Большинство пожаров потушено. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех тех, кто участвовал и участвует в тушении лесных пожаров. Это очень тяжелый труд, и лесоохрана, и лесресурс, и мобилизованные
наши жители из местного населения, они все отработали очень достойно. И с помощью вот и Федерального резерва лесоохраны, который был переброшен сюда к нам из Тюмени, с Ханты-Мансийского округа, с этой задачей в целом справились. Вот. Ну и сегодня на территории республики где-то 16 пожаров действует, не очень больших, из них 6 уже локализовано. Ну, я думаю, что в ближайшее время уже и природные условия не позволят пожарам новым появляться. Так, не повлияла ли пандемия на переселение из аварийного жилья? Ну, как не повлияло? Конечно, повлияло, так, потому что и трудовые ресурсы привлекались очень сложно. Ну, во-первых, из вне республики не приехал никто. Вот, была сделана ставка на местные кадры, но, к сожалению, опять же, вот у нас людей, готовых работать на строительных объектах, в строительных компаниях наших республики не так, к сожалению, много, как нам хотелось бы. Вот здесь, конечно, надо и системе образования нашей, вот, особенности среднее профессиональное образование, готовить грамотных специалистов, рабочих профессий для того, чтобы потребность в рабочих кадрах у наших строительных компаний мы все-таки закрывали за счет собственных кадров. Сегодня все возможности есть, у нас просто людей нет. Вот. И, конечно, проблемы есть, но сейчас они исчезают. Я думаю, что в целом на программу переселения из аварийного жилья пандемия такого глобального влияния не сделает. Конечно, чуть-чуть хуже стало, но мы все равно догоним и в ближайшее время уже полностью в график должны войти. Так. Будут ли работать Нерюнгринский медицинский колледж? Колледжи все будут работать. Только вот, как я сказал, дети первого курса будут учиться очно, а остальные будут пока дистанционно или будут проходить практику. Так, вот все спрашивают, опять же, вот идет по отоплению. Отопление дадут вот по установленному графику, во многих районах арктических наших уже дали. Так. Будет ли в Хандаге строиться какое-либо республиканское предприятие по добыче золота или только частное? Ну, я так понимаю, что вопрос касается того, будет ли республика сама вкладывать бюджетные средства в добычу золота, но я считаю, что это неправильно. Мы не должны бюджетные средства тратить на такие проекты. Мы должны сделать все, чтобы бизнес сюда пришел, зарегистрировался здесь, платил здесь налоги, создавал новые рабочие места, ну и как можно больше налогов платил бюджет республики, за счет которого мы будем решать социальные проблемы, которые стоят перед республикой, и развивать тот же Тампонский район. Так, Макс Тютин спрашивает, республиканский детский дом, когда закончится вахта? Ну, я думаю, что в ближайшее время мы все-таки по детским домам будем принимать решение о снятии вот такого ограничительных мер, когда у нас вахта туда заходила и работала без выхода. Я считаю, что это уже в ближайшее время такие решения будут приняты. Так. Спрашивают про заработную плату учителей. Ну, она будет выплачиваться, как обычно, никаких здесь вопросов у нас нету. Так, у меня что-то здесь с ноутбуком. Так, одноклассники отключились. Откроются ли... Почему вы пропускаете сообщения людей? Ну, у меня здесь они просто бегут беспрерывно, так, поэтому тут не до пропусков, или успеть бы прочитать, что пишут. Так, когда откроют дорогу на Свердлово? Ну, когда закончится ремонт. Так, у нас по городу Якутску ремонт идет достаточно активно. Вот, определенное отставание было, но сейчас я надеюсь, что все-таки благодаря мерам, принимаемым республиканскими органами власти, и сейчас и мере очень активно работает, вот то отставание, которое было по ряду улиц, оно будет ликвидировано, так, и уже все-таки установленные сроки работа будет проведена и завершена. Так.
Будет ли доплата педагогам за двойную работу? Я не очень понял, почему тут говорится о двойной работе. Мы все-таки думаем, что здесь никаких переработок по педагогам все-таки не будет. Так. Почему биржа не оплачивает сразу за обсервацию и перелет до ЧНД? Это, наверное, какие-то вещи, связанные как раз с теми, кто работает. Ну, пока такой опции у нас нет. Так? Будем в дальнейшем смотреть, нужна ли такая опция. Так. Когда компания «Алрос», «Русгидро» и другие возместят экологический ущерб от своей деятельности? Но на самом деле компания «Алроса» платит колоссальные средства в бюджет республики. Так, 31% доходов бюджета республики сегодня формируется за счет компании «Алроса». И вот сегодняшняя ситуация, ухудшение, экономическая ситуация и снижение дохода бюджета, она связана именно с тем, что на мировом алмазном рынке сейчас идет сильнейший кризис, и, к сожалению, средств у «Алроса» от продаж алмазов стало гораздо меньше, и поступления сократились. Поэтому я бы не стал говорить, что нет у «Алроса» социальной ответственности. Она, наоборот, наверное, одна из самых социально ответственных компаний нашей страны в целом. В том числе и благодаря тому, что акционерами компании являются и правительство Российской Федерации, и правительство Республики Саха-Якутия, а также администрации улусов алмазной провинции. Но, к сожалению, конечно, я согласен, есть компании, причем достаточно крупные, у которых ни социальной, ни экологической ответственности нет. Так, с ними надо разбираться, с ними надо работать. Есть и крупные такие компании, есть и мелкие. Так, спрашивают, когда откроется ДК Гагарина. Ну, Дворец современного искусства имени Гагарина, у нас объект уже построен, практически готов. Ну и с Арданой Владимировной мы договорились его, что будем открывать его на День города Якутска 13 сентября. Так. Спрашивают вот по дальневосточной авиакомпании, вот уже третий, по-моему, вопрос прошел, как ситуация обстоит. Ну, до 10 сентября Министерство транспорта Российской Федерации должно внести в правительство России предложение по созданию дальневосточной авиакомпании. На сегодняшний день мы видим, что наша позиция услышана, и вот создание этой компании, оно сегодня обсуждается в виде альянса независимых компаний, в том числе якутских авиакомпаний, которые будут работать на Дальнем Востоке. И цель создания этого альянса одна. Мы должны обеспечить улучшение транспортной доступности Дальнего Востока. Причем не только на перелетах там Москва-Якутск или там Москва-Владивосток. Мы должны сделать, чтобы человек из арктического, например, поселка, например, с того же Черского, мог за меньшие деньги беспрепятственно сегодня прилететь в Якутск. У нас сегодня, к сожалению, стоимость перелета из арктических районов сюда, в Якутск, превышает иногда, причем намного, стоимость перелета отсюда в Москву. Здесь должна быть создана такая прозрачная, понятная система субсидирования для того, чтобы, еще раз говорю, увеличить транспортную доступность. Я свои предложения в адрес руководства страны внес. Надеюсь, что они будут услышаны, и мы все-таки реально сможем при создании вот такого альянса дальневосточных авиакомпаний получить и новую технику, отечественную авиатехнику, но и получить возможность субсидировать в том числе и наши внутренние рейсы. Так, по строительству речевой школы. Спрашивают, так никто и не отвечает. На самом деле мы считаем, что здесь у нас процесс идет в целом неплохо, и строительство речевой школы на основе государственно-частного партнерства у нас начнется. Так, здесь у нас вопросов никаких нету. В обязательном порядке эта школа должна быть построена. Так. Пишут почитатели кинотеатров, что столько новых премьер будет, а мы этого ничего не увидим. Ну, коллеги, здесь мы должны понимать, что практически уже скоро полгода будет, как не работает у нас кинотеатр. Так, 2 недели
такого главного определяющего решения не будут иметь. Так? Ничего страшного в этом нет. Так. Вот спрашивают опять про улицы. Очень, вот адреса проскакивают и так далее. Так, коллеги, еще раз хочу сказать, что на самом деле, конечно же, строительство и ремонт улиц в городе Якутске находится постоянно в зоне нашего внимания. Конечно же, мы недовольны тем ходом, которое было до этого, так, на недавних пор, как работы шли медленно, контроль был слабый. Но сейчас я вижу, что ситуация меняется. Так, работы идут. Конечно, есть определенные опасения по ряду улиц, так, и о них мэр города в своем инстаграме тоже писала, и позавчера мы с ней, вчера, точнее, мы с ней это все обсуждали очень плотно, так, по всем улицам. Уверен, что все-таки мы ситуации прошлого года не допустим, так, и то, что сейчас многие улицы перекрыты, конечно же, это плохо, это мешает людям, так, но вместе с тем это надо понимать, что не закрывая улицы, ремонт тоже качественно делать невозможно. Но еще раз говорю, что в последующем, конечно, уже в 2021-2022 год надо будет городским властям все-таки более правильнее планировать работу с тем, чтобы улицы достаточно быстро делались и открывались, а не так, как сейчас, когда многие улицы перекрыты, и работа на них, к сожалению, не на всех еще активно ведется. Так. Вот начинаю спрашивать уже, как будут учиться студенты 2-3 курса такого-то колледжа. Так? Я же говорю, что они будут учиться дистанционно или они будут проходить практику. Это уже учреждения непосредственно на местах сами будут принимать решения. Так? Мы за всех них решения принимать не можем. В каждом учебном заведении, в каждом отдельном населенном пункте, конечно, совсем разные ситуации. Будут, исходя из этого, они уже принимать те или иные подходы к учебному процессу. Так, в Нюрбе сломалась компьютерная томография. Конечно, это очень плохо. Очень надеюсь, что в ближайшее время все-таки ремонт будет проведен. Так, вот опять идут повторы вопросов, как будут в школах учиться, как будут ли выплаты до 16 лет, когда откроют компьютерные клубы. Я думаю, что вот как раз через 2 недели, если все будет у нас нормально, то вот где-то к 15 сентября у нас и компьютерные клубы смогут начать работать. Опять же, с соблюдением требований. Так. Так. Спрашивают, что можете прокомментировать по качеству ремонтируемых дорог. Я уже сказал, что в принципе работа идет нормально. Так, что такое? Вот спрашивают участки для многодетных и ставят много-много вопросов. А в чем вопрос по участкам для многодетных? Где, какой участок, кому не дали, что не дали? Поэтому прошу конкретизировать. Так, спрашивали как раз про выплаты пострадавшим от недобросовестных застройщиков по ИЖС. Коллеги, мы работаем в рамках федерального законодательства. Федеральное законодательство сегодня написано по тем, кто пострадал от участия в долевом строительстве, которое вели недобросовестные застройщики. Очень надеюсь, что вопрос этот окончательно будет решен в ближайшие годы, и потом уже и другие пострадавшие категории населения, в том случае, если такое решение будет на уровне федерации принято, смогут уже претендовать на те или иные выплаты. Выплаты медикам продлеваются ли на сентябрь? Да, они будут продлены на сентябрь месяц точно. Так, работники от 65 лет как будут работать? Для них режим ограничения пока продлевается, предположительно до 18 сентября. Так. Выплаты, очень много вопросов по путинским, пишут, выплаты путинские 10 тысяч рублей будут ли? Коллеги, я считаю, что выплаты были, по августу по решению нет. Так, очень много
вопросов, связанных с алкомаркетами. Ну, по алкомаркетам, конечно же, мы будем и дальше работать для того, чтобы шла у нас профилактика и пропаганда здорового образа жизни, чтобы мы профилактику по борьбе ввели алкоголизма, так, боролись с алкоголизмом. Здесь никаких ослаблений у нас не предполагается. Другой вопрос, что просто под корень тоже это все закрывать, оно ни к чему хорошему не приведет. Приведет только к расцвету нелегального бутлегерства. Вот. Ну а в части пресечения вот, нелегальной продажи, в части пресечения продажи контрафактной продукции, незаконной продажи, конечно же, надо всем принимать меры. И я прошу как раз, чтобы по этим таким обнаруженным недобросовестным продавцам случаям продажи алкоголя, конечно, сообщалось правоохранительные органы, сообщались органы муниципального контроля, республиканские власти. Только всем миром мы сможем это победить. Так, 1 сентября линейка у всех. 1 сентября линейка в первую очередь будет у первоклассников. Но вместе с тем, опять же, в каждом населенном пункте, в каждой школе будут приниматься отдельные решения. У нас есть населенные пункты в республике, к счастью, их много, в которых ни одного случая ковид не было за все это время. Но почему мы должны им там запрещать проводить школьную линейку в таком виде, каком она всегда проводилась? Конечно, она должна быть проведена так, как всегда, празднично, торжественно. Вот. А есть у нас населенные пункты, к сожалению, в которых, конечно же, эпидемиологическая ситуация далека от благополучной. И там, конечно, надо принимать, если проводить такие линейки, то со всеми мерами предосторожности. Так, спрашивают у меня про модернизацию сельского хозяйства. Ну, здесь я долго говорить не буду. Так, по сельскому хозяйству мы на самом деле сегодня принимаем ряд решений таких очень важных. Во-первых, мы реально будем отдавать полномочия по сельскому хозяйству на уровень муниципальных районов и городских округов. Этот вопрос уже назрел. Я считаю, что у нас на местах уже органы самоуправления готовы работать именно по сельскому хозяйству. Во-вторых, будет меняться система финансирования закупки молока. Вот, и еще раз повторюсь, мы будем платить по личным подсобным хозяйствам за дойную корову по 35 тысяч рублей, так, на голову в год субсидии давать. Ну и по молоку, по организованным хозяйствам будем доводить субсидию до 50 литров за литр молока. Вот, это два вот направления основных, которые в обязательном порядке у нас будут приниматься. Вот, сейчас мы проводим массовое обсуждение в селах с людьми. Я сам встречаюсь тоже, когда выезжаю вот, в сельские районы, постоянно с сельхозтоваропроизводителями, с крестьянами. И вы знаете, вот те, кто на земле работают, практически все поддерживают. Конечно, есть предложения, есть вопросы, но в целом все поддерживают. Потому что понимают, что это реальная поддержка реальных людей, которые работают на местах. И эти деньги как раз к людям придут. Вот, поэтому вот, сельское хозяйство мы должны, конечно, развивать, делать все, чтобы сельское хозяйство Якутии было сильным, мощным, могло прокормить и республику, ну и по возможности, конечно, если есть определенные будут у нас возможности, и экспортировать нашу продукцию. Об этом тоже надо уже не только мечтать, надо этим уже заниматься. Так, спрашивают вот по конкретные дома, по Каландрашвили прошел, так, я адрес не заметил. Ну, по Каландрашвили достаточно много домов, которые уже в нынешней программе сноса аварийного жилья до 2024 года есть. Вот, просто сейчас точно не скажу, какой, вот, по какому адресу, про какой вы говорили. Так, вот пишут про Федот Дьяконов, достаточно много мне пишет про алкомаркеты, по ограничительным мерам, по запрету на ввоз спиртных напитков. Федот, я прошу вас, если что, вы оформите это все в письменном виде, мне отправьте, потому что тут достаточно много разных предложений, так, некоторые из них интересны, некоторые далеко не бесспорны, но надо это посмотреть и на самом деле серьезно рассмотреть. Так. Вот пошли сейчас уже к таким, знаете, вот достаточно много вопросов по конкретным адресам, по сносу аварийных домов. Коллеги, хочу сказать, что и на сайтах соответствующих муниципальных образований, на сайте вот нашего Минстроя республиканского есть именно там, где говорится о программе
подраздел по программе переселения из аварийного жилья, адреса домов и в каком году это стоит на переселении. Я при всей моей памяти все десятки, тысячи домов в голове держать не могу, когда какой дом будет снесен. Вот. Если ваш дом в программе стоит по 24 год, он обязательно будет переселен. Это я вам могу гарантировать. А какой год, это вот зависит от того, в какой год он попал в эту программу. Так, опять его спрашивают, первоклассники будут ли учиться? Первоклассники будут учиться, и будут они учиться очно. Можно ли заболеть ковидом после вакцинации? Что говорят врачи? Врачи говорят, что после вакцинации достаточно долгий срок, некоторые говорят 2 года, даже ковидом заболеть невозможно после этой вакцинации. Так, проспект Ленина когда будут делать? Сейчас идет разработка проекта реконструкции проспекта Ленина. С 2021 года работы начнутся. Вопрос серьезный. Главная такая улица Якутска. И, соответственно, отношение к его реконструкции тоже должно быть соответствующее. Я дал поручение, чтобы все-таки техзадания и сам проект были отработаны очень правильным образом. Меня, как и многих горожан, конечно, огорчает то, что сейчас при реконструкции улиц очень много деревьев начали просто спиливать. Что и в центре города, вот по Поярково был случай, что творится там по объездному шоссе, тоже многие видели, когда под велодорожку там спилены вековые деревья, вот, к сожалению, так. И даже если вместо них посадят там даже в 2 раза больше маленьких деревьев, понятно, что эти деревья достигнут таких размеров там лет через 70-80. Вот. И поэтому, конечно, каждому зеленому насаждению в Якутске надо относиться очень бережно. Поэтому и реконструкция проспекта тоже должна проходить с учетом сохранения тех деревьев, которые там сегодня есть. И, конечно, надо, чтобы зелени еще стало больше. И в целом, чтобы улица в результате реконструкции у нас преобразилась. Так. Спрашивают про соревнования, про различные, так будут ли проводиться, в том числе спрашивают международный турнир Коркина. Коллеги, надо понимать, что мы действуем все-таки в рамках сегодня ограничительных многих мероприятий, которые действуют не только у нас в стране, но и в целом мире. Поэтому говорить о проведении международных турниров пока преждевременно, любых на территории нашей республики. Так. Опять у нас основная часть вопросов про школу. Про школу. Будут работать у нас школы с 1 сентября, коллеги. Успокойтесь. Так. Спрашивают про просроченные разрешения. Там определенный был срок, когда они продлевались, могли с просроченными не только по разрешениями на оружие, но и водительские права и так далее могли быть просрочены. Но сейчас уже, по-моему, надо уже их продлевать. В принципе, такая возможность уже сейчас появилась. Очень много вопросов спрашивают про землю для многодетных. Ответьте людям. В чем вопрос? Конечно, она по ряду населенных пунктов, уже вопросы все решены. По ряду населенных пунктов, таких как город Якутск, они не будут еще долго решены, потому что земли здесь не хватает. И сейчас городская администрация активно работает по включению в городскую территорию новых земельных участков, которые в последующем могут быть для многодетных семей тоже распределены. По тем участкам, которые были распределены ранее, сейчас как раз с помощью федерального проекта национального по безопасным качественным дорогам, инициированного президентом нашим Владимиром Владимировичем Путиным, как раз сейчас дороги даже построены. Там мост на микрорайоне Северный появился, к участкам для многодетных. Опять же, благодаря этому нацпроекту, который президент страны по всей России у нас ведет. Поэтому здесь по многодетным там много достаточно аспектов. Просто здесь пишут, ответьте, ответьте. А в чем конкретный вопрос, не очень понятный. Когда будет общая вакцинация?
Но вакцинация от гриппа, она уже началась, а от ковида, я еще раз говорю, мы так осторожно предполагаем, что, может быть, в конце года она может начаться. Так, спрашивают про газификацию. Так, достаточно много разных вопросов, но они в основном, опять же, по городу Якутску. Здесь надо понимать, что программа газификации по Якутску, она есть. Здесь нужно и муниципальным властям, и Сахатранснефтегазу более активно работать. Хотя вот очередь на подключение по городу Якутску за последний год, она достаточно серьезно снижена. Было у нас совещание определенное в свое время, поручения были даны по Сахатранснефтегазу все-таки уменьшать сроки подключения. И как недавно вот генеральный директор докладывал, все-таки за прошедший год достаточно большая работа была проведена и очередь серьезно сокращена. Конечно, она имеет место быть. Есть участки, где, к сожалению, мощности сегодня не позволяют вот газораспределительные подавать больше газа для дальнейшей газификации. Но в целом этот вопрос будет решаться и работа будет идти. Так. Спрашивают опять же вот про дополнительное образование. Коллеги, еще раз говорю, что у нас доп. Образование начнет работу с 1 октября. Так. Обратите внимание на состояние федеральной дороги Колыма. Да, к сожалению, у нас вот от Тюнгюлю до Чурапчи, можно сказать так, дорога в плачевном состоянии. Я в Чурапче был, там немножко проехал, посмотрел, связывался с генеральным директором дороги Колыма, так, поручения даны все-таки, несмотря на тот активный ремонт, который сегодня там идет, на большое количество большегрузов, которые перевозят инертные материалы, все-таки, чтобы содержание дороги, предприятием, которое обеспечивает содержание дороги, то там на этом участке дорожник из самой Чурапчи, все-таки, чтобы оно на должном уровне обеспечивалось. Качество в этом году как никогда плохое. Вот объясняет тем, что ремонт идет, поэтому много большегрузов, но я считаю, что все-таки надо лучше отрабатывать по содержанию. Так. Когда откроются офтальмологи? Ну, в целом, еще раз хочу сказать, что у нас плановый прием уже идет. Вот, если есть какие-то конкретные вопросы, я надеюсь, что Минздрав тоже это все смотрит и людям конкретные ответы по тем или иным учреждениям дадут. Так, частные сады детские тоже должны открыться с 1 сентября. А вы привиты от ковида? Нет, я от ковида не привит. Так. Спрашивают, давайте вот так, вопрос по аттракционам. Ну, коллеги, здесь надо понимать, еще раз говорю, что по таким массовым контактным досуговым мероприятиям у Роспотребнадзора сегодня отношения крайне негативные. Так? Поэтому мы предлагали, в том числе и по паркам работы начать Роспотребнадзор. Здесь у нас, надо понимать, главное в этой части звено. Именно по его предписанию мы действуем, так, ну и можем, конечно, обсуждать, некоторые послабления делать, но в целом, если Роспотребнадзор категорически возражает, то ни глава республики, никто другой решение принять не могут по запуску тех или иных видов деятельности. Поэтому сегодня мы с Маргаритой Гуровной тоже совещались, и вчера я с ней обсуждал вот то решение, которое есть, что мы все-таки основную часть оставшихся ограничений, которые есть, будем снимать после 15 сентября. Вот в таком духе мы и будем работать. Так. Коллеги, вот почему наш вопрос игнорируете, но вы просто не представляете, с какой скоростью здесь все бежит. Так, я еле успеваю что-нибудь поймать, отправить, так? Малокомплектные школы, сад, может ли работать? Да, может работать, и она должна работать, потому что у нас все образование, вот, и дошкольное, и школьное должно с 1 сентября начать работать. Так, Валекнинский спрашивает, почему задерживают выплаты. Я так понимаю, если речь идет там о красной зоне, это речь идет все-таки о медицинских учреждениях. Но Минздрав, я попрошу вопрос этот рассмотреть.
Так, спрашивают про операции, опять же, как плановые по офтальмологии. Ну, сейчас офтальмология экстренные делает, так по планам я пока не готов ответить, они когда могут начинать эти операции. Так, когда снимут ограничения вахтами по 15 дней в детских домах? Но мы пока, еще раз говорю, к этому вопросу будем возвращаться, ну, я думаю, что уже в скором времени, потому что оно было необходимо, это тоже надо понимать, так, ну, а потом уже сейчас с улучшением ситуации все-таки есть уже необходимость и детям из детских садов уже школы непосредственно посещать, ну и в этом случае уже вот необходимость круглосуточного пребывания работников в детских домах именно она, на мой взгляд, уже отпадает. Так. Так, начинают жаловаться на подрядчиков по дорогам города Якутска, в том числе вот сейчас фамилия Матлаба прозвучала. Ну, здесь, конечно же, качество работ по ним достаточно низкое, но вот и люди начинают жаловаться, что и зарплату не платят. Я попрошу Сардану Владимировну заняться вопросом, потому что контракт у него с городом Якутском, но в любом случае люди за работу выполненные должны заработную плату получать. Так. Будет ли газификация Сунтарского улуса? Ну, пока о газификации Сунтарского улуса говорить рано. Вот, мы пока все-таки больше работаем по электрификации. И наша главная сейчас задача в этой части по энергетике – это Сунтар-Нюрба, строительство ЛЭП-110. Вот буквально на днях я с Шульгиновым, руководителем Русгидро в Москве, встречался, обсуждали этот вопрос. В принципе, сейчас идет активное проектирование ЛЭП-110 и Сунтар-Нюрба. И надеюсь, что в скором времени, уже после прохождения госэкспертизы, работы начнутся. Спрашивают, дети в школах будут учиться дистанционно до конца года? Нет, мы надеемся, что все-таки только первую четверть. Пока первая четверть. Вот принято решение. В дальнейшем будем смотреть от развития ситуации по коронавирусу в целом по республике. Так, спрашивают про конкретный пожар в Нюрбинском улусе. Я попрошу Минэкологии взять на контроль. Так, вот опять. Когда будет дорога из Ленска на Большую Землю? Речь идет о строительстве дороги Вилюй, дальше от Ленска в сторону Иркутска. Недавно я с министром транспорта России встречался, Дитрихом. Мы все-таки надеемся, что наше предложение окончательно будет поддержано, но оно в целом уже на его уровне одобрено. Строительство дороги Вилюй по южному варианту, оно чтобы как раз затронуло, выходя из Мирного, Ленск, Пеледуй, Витим, другие населенные пункты, для того, чтобы максимальное количество людей было охвачено круглогодичной федеральной автодорогой. Ну и в последующем эта дорога уже от Витима должна выходить там на Марково, дальше на Иркутск. Здесь стратегические планы Минтранса не поменялись. Сейчас вот участок от Ленска до Мирного республика передает собственность Российской Федерации для того, чтобы это уже оформить как федеральную автодорогу и чтобы за счет федерального дорожного фонда ремонт уже после передачи, после проектирования они могли начать. Так. Ну вот спрашивают, а почему вы без маски? Ну, в кабинете я могу без маски быть. Так. Ну, вот у нас, коллеги, к сожалению, очень много повтора вопросов. И по детским садам опять пошли, и по школам. Будут ли внесены изменения в генеральный план города Якутска? Но это вопрос муниципалитета. Если есть необходимость, то генплан должен корректироваться. Вот. С этим никогда особых серьезных проблем не было. Так. Что по мосту через Лену? Ну, все идет в плановом режиме. Сейчас идет активное проектирование.
огромный проект, и проектом этим сейчас занимается проектированием Гипрострой, то есть тот институт, который как раз по мостам, по их проектированию имеет наилучшие компетенции в нашей стране. Он, в том числе, вот, например, Крымский мост, он проектировал. Так. Вот разные спрашивают про строительство социальных объектов, про открытие. Так. Ну, социальные дома, мы надеемся, что в скором времени мы активно начнем строить. Вот. Так. Спрашивают, вот, когда у нас ковид окончательно закончится. Коллеги, ну вот у меня и время выходит, но вот по ковиду я еще раз хочу повториться. Ситуация достаточно напряженная. Вместе с тем она, конечно, гораздо лучше, чем еще месяц назад. У нас сейчас число заболевших где-то 40-45 в сутки. Вот, по городу Якутску уже около 20-25. Вот. Я очень надеюсь, что все меры, которые мы принимаем сейчас, принимали, они уже дают результат. И, конечно, вот многие спрашивают и про вторую волну ковида. Надеюсь, что даже если она будет гораздо более такая, знаете, слабая, чем вот первая. Тогда и масок, помните, не было, и медпрепаратов не было, не понимали мы, как особо лечить от ковида. Вот, ни лекарств, ни тем более вакцины не существовало. Сейчас, к счастью, это уже не так. У нас появились уже и лекарства, появилась вакцина. Уверен, что все у нас образуется. Ну и уже при следующем эфире мы все-таки будем говорить уже в условиях, когда ограничений практически уже не будет. Поэтому всем большое спасибо. Желаю всем успеха, здоровья. Ну и всех поздравляю с наступающим 1 сентября, Днем знаний. Спасибо.